Только что мы были в посольстве Республики Южная Осетия. Сегодня было время, когда представители Министерства иностранных дел нашей страны и главы дипломатических миссий были приглашены к тому, чтобы 75-й годовщины войны в Южной Осетии посетить посольство. Мы пришли как бы в день скорби. Но на самом деле это день не только скорби, это день мужества и героизма. Я попытался проанализировать, что происходило вот с того самого момента, когда Саакашвили пришел к власти. И это важно, чтобы мы знали, потому что с самого начала своего вступления в должность он взял курс на то, чтобы использовать силовой метод, прежде всего в отношении Южной Осетии. Я в свое время возглавлял в течение 3 лет постоянную делегацию Российской Федерации в Совете Европы. Это было как раз в треке, когда мы вступали в 1996 году. И он входил в состав постоянной делегации в Грузии. Он не был главным там, но никогда на моей памяти не упускал возможность уже за рамками повестки дня, находясь, так сказать, на периферии этого зала, найти какую-то возможность для того, чтобы произнести речь. И делал это совершенно пренебрегая элементарными, так сказать, формами приличия, так сказать, произнесения слов с трибуны Совета Европы. В апреле уже 2004 года была так называемая гуманитарная акция. Значит, жена Саакашвили в сопровождении нескольких сот молодых людей, парней и женщин, и не угрожающий по внешнему облику вертолет, они шли пешком прямо в сторону Цхинвала, заявляя тем самым, что они находятся у себя и пытаются показать свои миролюбивые цели. Это была, конечно, просто авантюра, потому что сразу же после этого, естественно, и власти, и население этой части Южной Осетии, они соответствующим образом совершенно протестно это восприняли. Но именно в это время, многие из присутствующих там бывали, сразу после этого был закрыт огромный рынок, где собирались в выходные дни 1000, а то и значительно большее количество людей, которые приезжали с грузинской стороны и с юго-остинской. То есть это было местом решения некоторых продовольственных вопросов и приобретения каких-то предметов первой необходимости. Официальный Тбилиси тогда заявил и раскручивал эту тему довольно основательно, что это рассадник контрабанды и рассадник, так сказать, распространения оружия, взрывчаток и так далее. Тогда уже тема терроризма она была в моде. И таким образом пытались внедрить в общественное сознание, что как раз Южная Осетия является дистрибьютором, так сказать, особо опасных видов деятельности, которая, по их мнению, якобы осуществлялась на этом рынке. Спустя 2 месяца внутренние войска, причем это было, по моим сведениям, около 2 полков, были введены в зону конфликта. Это, конечно, сразу входило в противоречие с соглашениями, которые были сформулированы не только в сочинских договоренностях, но многократно повторялись в материалах смешанной контрольной комиссии. Вот в августе 2004 году положение ухудшалось. Мы подготовили на всякий случай все возможности, чтобы немедленно принять беженцев. Теперь, вы помните, 2006 год, это тоже вот такой шаг был, я бы сказал, направленный на подталкивание России к принятию каких-то
мер, может быть, это и замысел был этого, значит, руководителя Саакашвили, когда было создано альтернативное правительство во главе с Дмитрием Санакоевым, да. Я его знал, я думаю, что не только я его знал, он был руководителем таможни, он был министром в правительстве, он даже зампремьера был. Ну так вот, если субъективно, я бы никогда не подумал, что он может себе избрать такую судьбу. Сейчас, конечно, в Грузии не так все просто. С моей точки зрения, там фактически двоевластие. И считать, что больше никогда вот эта такая избыточно националистическая политическая линия не будет оставаться на грузинском горизонте, нельзя. Вот в октябре у них будет президентский выбор, это будет своеобразная, так сказать, проба сил. Так что там могут быть сюрпризы, это надо учитывать. Тем более важно, чтобы мы последовательно старались утвердить уже и в российском общественном мнении, и в международном общественном мнении правду о том, что военные действия в такой агрессивной форме, с использованием и танков, и града, и всего, что совершенно, так сказать, применяется в большой войне, это было начато со стороны Саакашвили. Много публикаций, я все не успел посмотреть, но в том числе с грузинской стороны. Конечно, новое руководство, оно, как говорится, заявляет о намерении изменить курс Грузии, но, конечно, условие, оно не так вызывающе формулируется, о том, что эти территории, в их понимании, действительно остаются оккупированными, мне от этого не отходит. Значит, это принципиальное расхождение, которое каждый раз появляется на женевских встречах, которые проводятся осенью каждого года, после 8-го года. С российской стороны, как вы знаете, эти переговоры возглавляет Карасин Григорий Борисович, человек очень опытный дипломат, замминистра. Это одна из важнейших сфер его сейчас дипломатической деятельности. Он же является собеседником и партнером по переговорам с Зурабом Абашидзе. Зураб Абашидзе – это бывший посол Грузии, еще во времена Шеварднадзе он был в Москве, это сын легендарного прозаика Ираклия Абашидзе. Человек, конечно, профессионально очень подготовленный, но он выполняет, так сказать, в целом линию, которая сформулирована, так сказать, его руководством. Но лучше он, чем другой переговорщик, потому что все остальные члены правительства Иванишвили, это все, почти все пришли не с государственной работы. Они все политологи, журналисты, значит, правозащитники и так далее. Поэтому в делах, тем более мало времени прошло, они не подтвердили, что это люди опытные, государственные, потому что все-таки государственные задачи человек должен выполнять независимо от возраста, если он прошел какую-то школу. Что особенно сейчас сложно? Сложно то, что пытаются навязать нам немедленное возвращение покинувших Южную Осетию грузин. Вот это сейчас выдвигается на первый план. Я хочу вам сказать, что 100 тысяч осетин покинули Бакурьяне, Боржоми, Кахетию и другие районы Грузии. Я не говорю о том, сколько ушло с Южной Осетии. И мы обстоятельно в республике этим вопросом занимались. Добивались, где-то удалось что-то сделать, но в основном это не получило поддержки. Чтобы или дали возможность вернуться, что было
маловероятно, потому что в их дома немедленно вселились другие соседи или приехавшие и так далее. Поэтому, когда говорят о немедленном возвращении ушедших с территории Южной Осетии беженцев, то, конечно, это может находить понимание у Европейского Союза, в ОБСЕ, и трудно опровергать так вот в политическом диалоге, что этого нельзя делать. Но если сказать, что эта война, она уже была за последние 20 лет третья, что за предыдущие 2 года более 100 тысяч были выдавлены и изгнаны с территории Грузии и с части территории Южной Осетии, и что вопросы эти не решены, то, конечно, взгляд на проблему беженцев меняет совершенно, так сказать, свою конфигурацию. Второе, это, конечно, темпы международного признания. Пока они очень скромные. Но я вас хочу информировать о том, что есть на подходе уже почти созревшие варианты расширения признания большим числом государств, чем это произошло до настоящего времени. Я считаю, что если вдруг так случится, что появится очередной желающий освободить, как они считают, оккупированные территории, тогда уже надо решать вопрос кардинально. Кардинально так, чтобы Осетия была вместе. Все равно дело идет к этому. Задача сложная. Задача сложная, когда все обсуждается, потому что мы натыкаемся на какие-то нормы международного права, в том числе соглашения в рамках СНГ и так далее. Но она становится необходимой, если события опять приобретают повторяющийся характер. Конечно, совершенно исключать вопрос о том, что Грузия не вернется в лоно общей политики с Москвой, нельзя. Я не исключаю, что значит, может и так быть, что будут укрепляться силы, которые понимают, что нельзя быть враждебным в отношении огромного государства, с которым у тебя были исторические связи. Это совершенно понятно. Но как можно, с одной стороны, иметь враждебную Россию, которую вы сами ставите в такое положение, и с другой стороны, проблема НАТО. Это очень банальная вещь, но я вам скажу, что более, так сказать, ощутимого, для нас очень неприемлемого развития, чем принятие Грузии в НАТО, нет. Это не потому, что вот я повторяю то, что вы слышите. Это потому, что половина Черноморского побережья выходит на Грузию. Потому что там Поти, огромный порт, который в советские времена, там любые суда туда заходят, глубоководные и так далее. Там Батуми, там, значит, другое побережье и все остальное. То есть вступление Грузии в НАТО – это для нас большая серьезная проблема. Если бы даже Грузия вступила в НАТО, и они бы стали проводником натовской политики в отношении нашего Кавказа или на Черном море, особенно, что очень важно, Черное море, оно закрытое для НАТО, они бы его своим членством как бы открыли, тогда, конечно, Грузия не может иметь спокойствия, это понятно, потому что в России могут происходить изменения, но все равно Россия это масштабная, крупная величина. Вот это же надо в политике учитывать, что рядом будет государство, которое вы не воспринимаете как добрососедство. Десятки встреч было с президентом, десятки встреч по всем этим вопросам, в том числе в августе 2004 года, в том числе после войны сразу, после войны уже, после августовской. Мы обсуждали многие детали. Я должен сказать, что внимание огромное было, огромное всем вопросам. Внимание большое, но мы должны сами тоже, и в этом смысле землячество, и я очень благодарен
всегда, когда бывает обострение, позиция палестинского законодательства, она звучит. Это очень хорошо. И мы получали поддержку по очень многим вопросам. Например, беженцы же жили у нас, помните, где, в каких условиях? Вот Сергей Савич тогда курировал. Это я когда приехал, я ужаснулся. Слушай. Это же наши люди. Они жили 3 семьи, 3 поколения в одной комнатке санатория. То есть дедушка, бабушка, дочка, зять и дети. Мы сумели с помощью президента решить эти вопросы. Мы всех тех, кто оказался в положении беженцев, практически всех расселили. Вот так, теперь вопросы. Порядка 100 тысяч осетин Из Грузии, да. вынуждены эмигрировать. А вообще известно, сколько осетин проживает и проживало в Грузии? Есть у кого-то сведения? Ну, по переписи 1979 года, мы, к сожалению, грузинская последняя достоверная перепись, это общесоюзная перепись 1979 года, потому что перепись 1989 года в Грузии проводилась очень формально, уже фактически под властью круглого стола, Гамсахурда и так далее. То есть это не вполне достоверные цифры 1989 год. 1979 год дает там 168 тысяч, вместе с южными осетинами. Но надо иметь в виду, что очень трудно дать точную оценку, потому что 1979 год это пик политики, скажем так, ну, насильственной, может быть, в полном смысле не было ассимиляции, но все условия для того, чтобы записывались люди в грузины, это вот 79 год, просто вот всплеск, что называется, этого времени. Да? Я думаю, что, наверное, пострадавших только из внутренних районов Грузии гораздо больше 100 тысяч. Сегодня новые политики пришли, грузинские, да, новый, где парламент пришел новый. Ну, как вы посмотрите, у вас есть большее количество новых. Как они смотрят, куда, какую политику они хотят провести, с кем они хотят жить, с Западом или к России? Какие у них взгляды на это есть? Если, значит, конкретный человек занимает высокую должность и с позиции своей должности делает неоднократные заявления, что он будет налаживать отношения с Россией, правда, сохраняя те намерения, и отказывается от риторики такой конфронтационной. Если он говорит, что мы будем проявлять выдержку, если мы он говорит, не допустим использования силы, он об этом говорит. Если парламент нынешний принимает резолюцию, что они не будут использовать значит, эту силу, и так далее, тогда мы должны это учитывать. В средствах массовой информации проскочило довольно четко вот, то мнение, которое вы уже сказали, о присоединении Южной Осетии к Северной. Это было не просто как желание сказано, а по самому построению передачи было видно, что это одобрено. И это не по одному каналу было сказано. Потом появились аналитические статьи по этой теме. Не только осетинская, значит, там аналитиков, журналистов, но и других тоже. И разные, значит, там проставящие вот эту информацию, вот эту идею, значит, мелкие, значит, статьи. И вот, анализируя все это, невольно приходишь к мнению, что уже значит, такая идея формируется. Таких действующих политиков разного уровня, не исключающих, а предполагающих, что так может быть, их становится больше. Политика складывается, конечно, из директивы, но директива образуется путем соединения различных мнений. Поэтому я еще раз сказал, что значит, если бы вот такая ситуация, как сейчас, она бы очень долго продолжалась, там, я не знаю, 5 или 7 лет, то это было бы неправильно. Должна быть большая определенность в этом вопросе, или должны произойти невероятные изменения, в том числе отход Тбилиси от
про евроатлантической позиции, тогда, может быть, мы бы не так активно наступали, но зато наращивали бы смело взаимодействие двух Осетий. Это мощная вещь. Александр Сергеевич, вот совсем недавно, а точнее 24, по-моему, июля, всех очень удивило, лично меня очень удивило, неожиданное заявление президента Южной Осетии о том, что там объединение двух Осетий, что это, если это случится за время его президентства, то он будет это считать своим личным достижением. А моя точка зрения, лично моя и очень многих людей, а я живу в Южной Осетии последние 4 года и работаю там, поэтому знаю, так сказать, настроение, такова, что независимость – это дар, и надо просто отстаивать его и работать над своим суверенитетом, то есть строить государство, пусть маленькое, под протекторатом России. Вот, собственно говоря, и мы удивлены, что президент, который присягал на Конституции, где первым пунктом, по-моему, первая статья, что Южная Осетия – это суверенное независимое государство, вдруг заявляет о том, что вот это, как вы думаете, чем обусловлено вот это? Было такое. Вот я как раз хотел спросить. Вот спасибо. Не складывается ли у вас такое впечатление, что не может ли это быть вот отказ просто или, ну не знаю, признание собственной несостоятельности? Но я, во-первых, это не читал, во-вторых, кто-то вот сейчас правильно сказал, как Сергей Александрович сказал, это как мечта, да? Но мечтать не вредно. Нет, но не только Но не надо вредно, оглядываться еще какой-то резонанс. Нет, резонанс мы уже пережили, невероятный резонанс. Если кто-то нам сказал, что мы признаем, что будет все против нас, мы бы сказали, нет, мы это не будем делать. Потому что это все рождается в ходе, как и во всей истории. Поэтому, значит, я, например, многих встречал политиков, выходцев из Южной Осетии и там живущих, которые действительно такой точки зрения придерживаются, что мы должны развиваться как государство. Эта точка зрения есть такая серьезных людей. Но мы же никогда не проводили, и время не наступило, какие-то общенациональные дискуссии по этим вопросам. Это требует, может быть, серьезного обсуждения. Это же не просто так соединить, да? Значит, это требует обсуждения. Поэтому наступит время, когда оно будет, я не знаю, но может тогда это будет предметом всеобщего, так сказать, внимания и рассмотрения. Меня интересует один вопрос. Советская, российская дипломатия, значит, добилась, что Саакашвили назвали агрессором. Конечно. Добилась? Да, конечно. Если добилась, тогда почему агрессору не предъявляют материальные претензии восстановить в Южной Осетии, значит, то, что там он сделал? И то, что немцы делают, и то, что мы сейчас чеченцам делаем, почему этого Южной Осетии нельзя сделать? Нет, вы видите, в чем дело. Значит, во-первых, сами новые власти, они на официальном уровне не исключают, а предполагают, что после проведения выборов они могут его сделать просто невыездным и предъявить ему какие-то обвинения. Это есть, это совершенно официальные были заявления. А что касается Южной Осетии, это как раз Тибилов Леонид Николаевич об этом сказал. Как раз об этом сказал, что мы готовим материалы, согласно которым разрушенное должно оно компенсироваться. Мы недавно там были в составе делегации, готовили материалы для президента к пятилетию, для доклада. Понимаете, чтобы восстанавливать свой дом, должен сам человек, правильно? Некоторые села полупусты. Кроме 2-3 человек и собаки, больше там никого нет. Понимаете? То же самое в Цхинвале. Целые улицы без людей. И удручающее впечатление, когда идешь по городу, центр еще более-менее, как вот чуть-чуть в сторону отъедешь, спрашивается, где деньги, что сделали, понимаете? Вчерашней газеты видно. Да если даже деньги дадут, если там людей не будет, на кого это делать? Поэтому